Так, ассаламу алейкум рахматуллахи баракатух, хайле кеннер, дустар. Дорогие друзья, с вами сегодня мы, Руслан Габазов, Булат Сайфутдинов и я, Руслан Айсин. Сегодня трансляция идет на два наших канала, потому что мы занимаемся одним делом. И сегодня мы хотим обсудить, что может случиться, не переведи Всевышний, если ситуация будет аналогичной тому, что происходит в Туапсе. Хотя, конечно, прилеты были на нефтеперерабатывающие и прочие заводы, которые занимаются нефтехимией, химическим производством. Об этом мы говорили. И Руслан Габазов, и Булат Сайфутдинов много об этом в общем и целом рассказывали, предупреждали. Но вот сейчас угроза непосредственная и прямая. Стало известно, что был прилет и по Орску, который пока временно находится на территории так называемой Оренбургской области, но мы прекрасно понимаем, что это тоже наши земли. И все-таки предупрежден, значит вооружен. Путинская война против Украины привела к тому, что и смерти, и экологические бедствия стали, к большому несчастью, нормой жизни. Путинизм убивает в прямом и метафорическом смыслах. И если в более практическую плоскость перейти, я бы хотел спросить уважаемого Булата Сайфутдинова, как химика, специалиста, который и работал на этих производствах, и занимался теоретической химией, насколько угроза заражения, экологической катастрофы грозит нам в случае, если прилеты будут аналогичны тому, что случилось в Туапсе. Там, по-моему, 3 или 4 прилета было вот за последние 10 дней. Валейкум ассалам, добрый вечер, дорогие коллеги, друзья, подписчики обоих каналов. Я бы хотел начать вот с чего. В принципе, Краснодарский край один из, наименее, наверное, насыщенный техногенными объектами, да. Но даже вот этот город Туапсе, который находится недалеко, чуть севернее Сочи, в котором есть нефтеперерабатывающий завод Роснефти, соответственно, нефтебазы с нефтеотгрузочными центрами на берегу Черного моря. И мы видим, что вот эти три попадания, видимо, украинских беспилотников привели, ну, по сути дела, к катастрофе, да, то есть вчера только, вот прошлой ночью я смотрел картинки, видео, как горит нефтеперерабатывающий завод, как кипящая нефть прям течет по асфальту городскому и горит при этом. То есть даже с самолета там снимали, пролетая над Черным морем, недалеко от побережья, снимали с самолета видео, делали видеосъемку, и видно, ну, что на фоне всех этих гор, на фоне э, всей растительности, зеленой растительности, громадные столбы дыма поднимаются, черного дыма, копоти, по большому счету, да. И мы тут еще должны что понимать, я пару слов скажу о Туапсе, что мы все знаем, что там очень сильно влажный воздух, так как это субтропический климат, и, соответственно, с одной стороны море с субтропическим климатом, с другой стороны Кавказские горы, соответственно, вот этот воздух там никак не меняется, и люди, по сути дела, находятся в бане, которая пропитана парами вот этой горящей нефти, да. Я в два слова буквально об этом много проговаривали, что образуется, скажу, при горении нефтепродуктов, даже сырой нефти или продуктов переработки нефти. То есть это не полное сгорание происходит, то есть это не как в школьной химии органической, да, когда рисуют, пишут химическую реакцию, что органика полностью сгорает до воды и углекислого газа. Естественно, в природе такого не происходит, происходит неполное сгорание, и образуется целый комплекс, десятки, а то и сотни химических соединений. Это прежде всего полиароматические углеводороды, такие как пирен, бензальфа-пирен, коронен, фенантрен, антрацен,
нафталин и так далее и тому подобное. То есть это все сильнейшие канцерогены, то есть вещества, вызывающие рак, онкологические заболевания. Потом в нефти содержится очень много тяжелых металлов, так или иначе они также испаряются, попадают в атмосферу. И надо сказать, что образуются вот эти частицы сажи, о которых много пишут. И по большому счету эти твердые маленькие микроскопические частицы сажи, они покрываются вот этими продуктами сгорания, то есть полиароматическими углеводородами и какими-то соединениями тяжелых металлов. И все так или иначе с дыханием попадает в организм человека, в легкие. Это задерживается, это не выходит, это не вымыть никак, да. После этого можно много заниматься самоочисткой, там пить антиоксиданты, витамины, все что угодно, но это из организма уже не выйдет никогда. И до конца жизни человека будет ну, оказывать свое негативное канцерогенное воздействие на организм человека. Я, если позволить, это не совсем касается химии, да, себе тоже вот сделал заметку. Буквально вчера вот Путин выступил по поводу этих туапсинских пожаров и сказал, удары по энергетическим объектам в Туапсе, которые потенциально могут вызвать и экологические последствия серьезные. Правда, вот губернатор только что докладывал, он на месте находится, но во всяком случае пару часов находился назад. Серьезных угроз нет, и люди справляются на месте с теми вызовами, с которыми сталкиваются. Ну, мы понимаем, что это полнейшая некомпетентность, полнейшее вранье. Я как химик, как кандидат химических наук заявляю, это полнейшее вранье. Его нужно самого туда посадить, чтобы он всем этим дышал, да, вместе со своей Алиной Кабаевой там и детьми. Вот. Я в заключение вот этого вопроса твоего, Руслан Бей, хочу что сказать. Если подобные пожары произойдут в нашем макрорегионе, на территории Идель-Урала, в Башкортостане или в Татарстане, последствия могут быть в разы, а может быть на порядке опаснее и катастрофичнее, потому что наш регион, Волго-Уральский макрорегион, насыщен всеми этими техногенными объектами, химическими предприятиями, нефтехимическими, нефтеперерабатывающими заводами, гораздо сильнее, чем Туапсе, чем Краснодарский край. Рахмет Булатбей. Дорогой Руслан, скажи, пожалуйста, Башкортостан славен и своей природой, лесами, реками, а, всевозможные курорты, санатории, но при этом он также нашпигован нефтеперерабатывающими заводами, и были прилеты. Вообще, есть ли какая-то информация, вот, например, в Татарстане всячески там скрывали, когда в Нижнекамск нефтехим, говорили, что там какой-то хлопок произошел очередной, там еще что-то. Скорее всего, был, ну, прилет, и у нас была информация, что 13 человек погибли, и там до сих пор разбирают то, что произошло. Вот что в Башкортостане происходит и насколько власти пытаются купировать и информацию, и последствия этих прилетов беспилотников? Спасибо, Руслан. Спасибо Булату за такое четкое определение вообще, что сейчас происходит в Туапсе. Но да, действительно, я уверен, согласен здесь со словами Булата. Я и вчера побеседовал с искусственным интеллектом, с чатом GPT, с Гроком, что будет, если точно такие же удары будут нанесены по Башкортостану. Но он выдал, что действительно у нас все намного хуже. Ну, во-первых, в Башкортостане, что Уфимский НПЗ, что Салават нефтеоргсинтез, я его называю по старинке так, сейчас он Салават Газпром нефтехим, после того, как его продали Газпрома. Это намного крупнее предприятие, где намного больше резервуаров там, и с нефтью, и с битумом, мазутом, керосином, чего только нету, в общем, там. И расположены они практически в черте города. Там некоторые уже даже жилые строения начинаются в радиусе там, 100 метров. 100, не сотен метров, имею так, наверное, правильно будет сказать. И если накроет Уфимский НПЗ, допустим, то там сразу же все там,
несколько сразу районов города, это с населением что-то около там 150, от 150 до 300 тысяч человек просто накроет всем этим смогом. Если не будет, если там Мгм. роза ветров поменяется, она пойдет там на весь город. Если ветра вообще не будет, тут будет стоять штиль, то тоже это будет очень плохо. А, И учитывая, что это город-миллионник, ну, это, соответственно, понятно, что там катастрофа Туапсе покажется детским садом. Если же ударит по Салават-нефтеоргсинтезу, там еще страшнее, потому что это нефтехимический, это же уже не просто НПЗ, это нефтехимический завод, огромный завод, это целый город. Я бывал там, на нем несколько раз и видел, что там ну, автобусные остановки, маршрутные автобусы ходят, да, по этому городу практически. Вот, и там тоже, скажем так, все если ударит это, то сразу весь город, 150-тысячный город Салават накроет сразу. Но и это тоже не самое страшное. Самое страшное, что буквально там в 2017 году в Салавате открыли акриловый завод. Акрил это вообще это очень страшный такой химический ну, элемент. Там в краски его добавляют, еще что-то, короче, ну там такое. Он тоже 80 тысяч тонн в год выпускает самого акрила, потом 35 тысяч там ледяной акриловой кислоты, 80 тысяч тонн бутилокрилата. Но это все такое очень сильные канцерогенные химические соединения. И все, если это все рванет, видно, что когда они ударяли по Туапсе, они ударяли там 16 апреля, потом 20 апреля и потом 27 апреля еще добили, получается. То есть сознательно, мне даже иногда кажется, что украинцы просто сознательно показывали всем нам, что вот мы бьем по небольшому, в принципе, нефтехимическому вот этому комплексу Туапсе, что будет, что с ним, вы все видите. Что будет с теми, если мы будем ударять сознательно по там, Уфимскому НПЗ, по татарстанским НПЗ, по там, Нижегородскому НПЗ, где Лукойл вот этот вот, то это будет просто, ну, я не знаю, там, Чернобыль 2.0 минимум. Поэтому действительно очень страшно, если они сознательно вот как бы начнут бить по этим, показывают, ну, сейчас, возможно, просто предупреждают нас всех. И, конечно, реакция наших властей, она такая показательная, что когда ударяли по Татарстану, по Башкортостану, вот последний раз ударили, когда по Башкортостану был один погибший тоже, как они врут? Все беспилотники были сбиты. Все беспилотники сбиты, но почему-то они упали ровно туда, куда они и целились. Вот. И попали именно туда, куда целились, и, соответственно, нанесли тот ущерб, который должен был быть нанесен. Никакие там заранее не включаются сирены. Я вот был в Украине. Я был в Украине, и там за полчаса до того, как воздушное пространство, точнее, как только воздушное пространство пересекает там дроны или ракеты, тут же тебе на телефон в приложении приходит сигнал, что воздушное пространство пересекло, летят там в такую-то сторону, там, в сторону Киева там, или в сторону Днепра. И у человека есть время, как минимум полчаса там подготовиться. Если это ракетная опасность, то спуститься там в метро. Если это дроны, то, соответственно, как бы там можно там правило двойной стены сделать там у себя дома, там, да, спрятаться в ванне или где-то. Вот. Жители Башкортостана, насколько я читаю там комментарии и насколько мне пишут, никто ничего не предупреждает. Узнают люди по факту. Вот когда поднимают голову и над ними летит беспилотник. Вот только тогда они узнают, что что-то там летит на Башкортостан. Поэтому власти, конечно, к этому относятся очень безалаберно. Нет никаких, во-первых, нет системы оповещения, как я сказал, нету бункеров, где прятаться, нету бомбоубежищ, где прятаться. В случае, если вот такая техногенная катастрофа наступит, как в Туапсе, нету никаких объяснений для жителей, куда им спасаться, что делать, куда прятаться, где собираться. Абсолютно вообще никак не оповещает население. Ну, абсолютно вот такая вот безалаберное отношение к своим собственным гражданам. Это, к сожалению, так. Да, Володей. Извините, что перебил, просто сейчас спасибо, вот то, что сейчас Руслан Габасов сказал, я хочу некоторое дополнение, да, внести к этому. Когда только началась украинско-российская война в 2022 году,
Я в тот момент работал на химическом факультете МГУ имени Ломоносова в Москве. И нас, сотрудников химфака, вызвали на так называемое сообщение по ГО и ЧС. Совещание, извиняюсь. Совещание по ГО, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. И там нам 80-летний дед, я не вру, вот как сейчас помню, 80-летний дед рассказывал, что химфак МГУ входит в состав, вернее, в список, ну, таких, скажем так, системообразующих предприятий, и что где-то то ли под Калугой, то ли под Тулой, это засекречено, он нам не сказал где, есть объект, куда вас должны привести в случае радиационной или химической опасности. Пойдете вы все, говорит, туда сначала пешком, потом у вас, говорит, отвезут на автобусе, потом, говорит, снова пешком по лесу идти. То есть, если такой порядок как бы предназначен для сотрудников предприятия, которые входят, так скажем, в список вот этих системообразующих, да, я думаю, что для обычных граждан, Руслан, просто никакого порядка не существует в принципе в России. Я просто поэтому перебил, как бы вот. А то, что в Туапсе, вот я два слова тоже еще добавлю, предлагают жителям носить маски, но мы понимаем, что маски, ни одна маска, она не фильтрует, не задерживает молекулы органических веществ, которые отравляют наши легкие. Максимум она может отфильтровать самые крупные частицы сажи, и то не все, как говорится, только самые крупные. Поэтому российские власти, ну, надо сказать, они абсолютно не подготовлены. А все это началось, я в одном из стримов говорил, в 2011 или 2010 году, когда министром обороны стал генерал Сердюков, Табуреткин, генерал Табуреткин, как его называли, да, и в принципе закрыл все институты РХБЗ, которые были в России, институты радио, химической и биологической защиты. Я думаю, просто не осталось ни специалистов, ни средств, ни людей, которые бы этим бы занимались, ни желания властей. Спасибо. Да, Рахмат, это действительно печальное явление, печальная констатация и статистика того, к чему привел путинский режим. То есть видно, что они абсолютно не заботятся о людях, да и даже о, собственно, тех русских, о которых он так печется и строит русский мир. Но, как мы видим, уничтожает все и вся. Естественно, он считает, что бункер, который у него есть, и не один, его спасет, поэтому будь что будет. Но здесь ведь важно, чтобы мы до наших людей донесли, что эта опасность, она связана не с тем, что дроны летают, а с тем, что идет война. И если мы сможем, общество, надавить на Москву и сделать так все, чтобы мы не имеем к этому никакого отношения, и война будет остановлена, тогда, конечно, никакие дроны прилетать не будут. А так, хоть ты там, я не знаю, все решетками стальными обустрой, ну, это же как бы не остановит. Понятное дело, мы видим сейчас, что войны имеют совсем другое измерение. Ну вот, война сейчас на Ближнем Востоке это доказывает, да, какие бы у тебя там мощные системы противоракетной, противовоздушной обороны не было, вот эти вот дроны, они там просачиваются, как ртуть сквозь почву. Соответственно, вот наш главный месседж, на ваш взгляд, для наших людей, в чем должен заключаться? Ну, Булат так, если позволите, или тогда Руслан? скажу, что да, действительно, нам нужно объяснить, но я думаю, что уже сегодня многие, наверное, все-таки осознали, когда, если помним, даже вот недавно буквально показывали кадры из Туапсе, как в 2022 году, как они радовались там, тому, что началась полномасштабная война против Украины, там выстраивались буквы Z, там ходили по улицам, ликовали. Я думаю, что у них сегодня НПЗ. радость улетучилась. Да. Сегодня радость у них улетучилась после того, что когда они ощутили все последствия этой войны, спустя уже 5-го года этой войны на себе лично. Я думаю, что жители Башкортостана, как и Татарстан, уже тоже в какой-то мере прочувствовали. Правда, не все, но именно те жители,
куда непосредственно уже прилетало и несколько раз прилетало, они уже понимают, что ну, радоваться действительно нечему. А мало того, сейчас уже не только дроны есть у Украины, но есть и дальнобойные ракеты, там вот это «Фламинго», по-моему, еще какие-то, которые, ну, с каждым разом усовершенствуются и усовершенствуются, и дальность полета все больше и больше. И Мгм. если ударит уже ракетой, то там вообще ничего не спасет. Я скажу, что у нас в Башкортостане стоят там так называемое ПВО, это просто пулеметы, крупнокалиберные пулеметы, которые там бьют по небу и, как правило, и не попадают. Как Никаких пальцем в серьезных небо, систем ПВО фактически. нету. Да, никаких серьезных систем ПВО нету, потому что мы все знаем, что все системы ПВО серьезные собраны вокруг Москвы и вокруг вот этой резиденции на Валдае. Все. Вся остальная страна незащищенная. Поэтому, да, действительно, нам надо объяснять населению, что, ребята, как бы, там, друзья, вот вы там радовались, да, но и сейчас даже есть некоторые, которые вот прилетит там по какому-то объекту в Башкортостане или Татарстане, и они начинают, ах, проклятые украинцы. Но нету причинно-следственной связи у людей Мгм. до сих пор. Хотя у многих уже глаза открылись, и они понимают, что чем дольше будет война, чем дольше будет Путин упираться и говорить, что мы там все равно победим, тем больше все мы будем страдать, все наши жители будут страдать. Вот это нужно, я считаю, это наша основная задача. Я, если позволите, тоже добавлю. Э, Вот напомню опять-таки вчерашние слова Путина. Он сказал, серьезных угроз нет. Что в его понимании должно быть серьезной угрозой? Когда люди будут дышать концентрированной серной кислотой, и у них будут выгорать легкие, и они будут эти легкие выплевывать, тогда это будет серьезной угрозой на его взгляд. То есть я еще раз хочу подчеркнуть, что вот та угроза, которая сегодня есть в Туапсе, которая есть сегодня в Башкортостане, в Татарстане, она уже серьезная. Я говорю это как химик. Путин не имеет ни малейшего представления, да, он чекист, серый чекист, как говорится, который не имеет ни малейшего представления в этой области. И когда он заявляет, что нет серьезной угрозы, это он просто врет своему народу, в том числе русскому народу. Я не говорю уже там о татарах, о башкирах. Плюс еще хочу добавить, что помимо того, что Башкортостан и Татарстан буквально напичканы химическими, нефтехимическими и нефтеперерабатывающими предприятиями, я вот всегда хочу, вернее, люблю добавлять, да, что в нашем макрорегионе есть и регионы-соседи, такие как Самарская область, Саратовская область, Свердловская область, Нижегородская область, которые, может быть, напичканы всеми этими предприятиями даже больше, чем мы. И, как говорится, для химических веществ, для газов, для паров, для выбросов нет никаких границ между регионами. И если, например, рванут такие производства, как Тольятти фосфор или Тольятти азот, или химические предприятия в Дзержинске, Нижегородской области, это также накроет все нас абсолютно. И Башкортостан, и Татарстан. И как бы некоторые люди, которые говорят мне, что я не знаю географии, где Тольятти, где Татарстан, ну, посмотрим. Я, не, как говорится, Аллах согласен, да, никому не желаю, но посмотрим. Вот мой месседж таков. Ну да, и там живут ведь наши соплеменники в огромном количестве. Например, у меня отец родом с Дзержинска как раз-таки. Я напомню, что Дзержинск до недавнего времени был самым загрязненным городом в Евразии. В 45 лет выходят на пенсию. Самый высокий процент онкобольных. И вот мы делали сюжет как раз на нашем канале, как в Татарстане почти 170 тысяч онкобольных остались без главного лекарства, без главного препарата. А, дорогие друзья, мы говорим сейчас о настоящем, а то, что вот эти бедствия будут сказываться на наших детях, внуках, если ситуация такой же будет, то они не смогут элементарно предоставлять медицинскую помощь. Это тоже факт, с которым нам придется жить. Естественно, для себя они делают все самое лучшее. Вот Булатбей тут рассказывал недавно в стриме, как путинская дочь сейчас в МГУ занимается вопросами продления жизни, да, туда вкачиваются миллиарды денег,
А вот то, что нашим людям, больным, старикам даже не делают скидки для покупки самых базовых лекарственных средств в аптеках, это тоже факт. Потому что, говорят, нужны деньги на войну. А вот для поддержания дряхлых тел Путиных, Сечиных и прочих денег не жалеют. Это так и будет и дальше, дорогие друзья. То есть они проедают будущее наших детей. Вот в чем дело. Они уничтожают наши территории, прекрасные природы. То есть им вот все равно на самом деле. А эта война ведь еще будет иметь такие последствия, с которыми придется расхлебываться десятилетиями, я думаю, десятилетиями на самом-то деле. Так что наша задача сейчас максимально надавить на эти гадов и понять, что если мы будем совместно также существовать, то они убьют, просто уничтожат и нас. Потому что Московей это просто истрыг-алкаш, это пьяный алкаш какой-то, да, который убивает соседей, травит их жизнь, и находиться с ним в одном помещении, ну, как минимум самоубийственно, а как максимум просто бессмысленно. И поэтому мы просто должны его изолировать, связать, как-то ликвидировать и выстраивать свою жизнь самостоятельным образом, потому что другого пути нет. Ну что ж, коллеги, я думаю, что мы, в принципе, достаточно хорошо осветили это явление, эту проблематику. Если будут возникать какие-то новые, да, Руслан, пожалуйста. Я бы добавил бы здесь ко всему сказанному, что вот когда Булат сказал о том, что только сейчас Путин озаботился, скажем, проблемой Туапсе, то это показатель того, что, ну и вообще, я думаю, что наши все жители вот этой вот России, они должны давно-давно, ну, наиболее, наверное, умные и прозорливые жители давно-давно должны были сделать выводы о том, что власть их всегда кидает. И это было не один раз, и мы помним, когда в том же самом Орске там плотину прорвало, и как затопило весь Орск, и затопило половину Оренбурга, и до сих пор никому ничего не восстановили, и люди оттуда просто уехали, все бросив. И мы помним, и как сейчас то же самое с Туапсе поступает, да, то есть буквально там практически, когда сколько уже там, 2 недели, как все это горит, только сейчас там озаботились. И как до этого море, мы помним, Черное море тоже заливало нефтью, и просто простые люди лопатами все это выгребали, а потом еще их и наказывали за то, что они там правду рассказывали. Да, Поэтому, да. что я хочу сказать, что у нас в Башкортостане, вот если, как я сказал, вот, да, Уфимское НПЗ, если по нему долбанут, накроет весь Уфу, это раз, плюс все вот эти химикаты, они же, особенно как бы нефтяные химикаты, они проникают в почву очень сильно, они сразу попадут, а там у нас артерия, водная артерия, это Агидель, самая главная сильная артерия в Башкортостане. Все попадет в Башкортостан, в Агидель и пойдет по всему Башкортостану. То же самое в Салавате. Салават стоит на Агиделе. Туда, если попадет, там у нас вообще три города. Прям вот агломерация такая, большая агломерация. Это Стерлитамак, это Салават и это Ишимбай. Ну, там еще недалеко Мелюз. То есть накроет все, плюс тоже попадет в Агидель. Это будет отравленная река, соответственно, вдоль Агиделя очень много у нас населенных пунктов, городов. Это, ну, действительно, они превратят нашу республику в безжизненную пустыню. И люди должны осознавать вообще последствия вот этого всего, насколько все это страшно. И вот и Булат, уважаемый Булат говорил о том, что действительно, как они проникают в организм, что будет. И когда я сказал, тоже читал про удар, если будет по Салавату, и если еще там зацепит акриловый завод, соответственно, там все это в несколько раз усилится, вся эта канцерогена, там город просто станет безжизненным на несколько недель, пока там не проведут какие-то там работы. Потребуется огромная эвакуация, этих людей нужно будет где-то размещать, отравлена будет почва, отравлена будет вода. Но я думаю, что жители просто должны осознавать, и тем более уфимцы, которые пережили фенольную катастрофу, помним, да, в Уфе была фенольная катастрофа 89 года, там она долгое время была, и людям просто завозили, когда химпром, с химпрома вот эти все химикаты попали в водозабор, уфимский водозабор,
попало все это в питьевую воду по всей Уфе, и людям просто привозили воду в Мгм. цистернах и раздавали, потому что нельзя было пить, отравления было огромное количество. И тогда люди, это тоже было, скажем, одним из факторов, потом вот этот суверенитет, то, что люди так активно включились в Башкортостане, вот эта катастрофа, экологическая катастрофа сыграла в этом. И может все повториться, и фенольная катастрофа, как я сказал, может показаться тоже детским садом после всего этого. Да, Булатбей, у тебя было. Я тоже добавлю буквально пару слов. Во-первых, нужно сказать то, что вот сейчас происходит в Туапсе, там довольно-таки хорошая экология, хороший климат, да, там рядом море, как говорится, не так много людей живет. Наш Волго-Уральский регион гораздо более насыщенный даже по населению. У нас и так более загрязненная экология. Напомню, что в Челябинской области, рядом с Башкортостаном, уже больше 20 лет Россия туда заводит, перерабатывает и захороняет радиоактивные отходы, в том числе с атомных электростанций Европы. Больше 20 лет это происходит. Плюс Руслан абсолютно прав. Если рванет на химических заводах, то последствия будут гораздо более катастрофичные, чем взрывы на нефтеперерабатывающих заводах, потому что это будут выбросы, могут быть выбросы раздражающих химических веществ, акрила, нитрила, там, фенолов и чего угодно на самом деле. И по поводу реакции властей, я на самом деле думаю, что 89-й год это все-таки хоть поздний был, но Советский Союз, да, там была совершенно другая инфраструктура, и все было совершенно иначе выстроено. А если сейчас рванет, я думаю, российская власть, путинский режим не будут помогать народу, населению вообще никак. Спасибо. Рахмат Дуслар, спасибо, дорогие друзья, за вашу оценку, экспертное мнение. Дуслар, друзья, пожалуйста, пишите, комментируйте, предлагайте, критикуйте. Мы открыты ко всем этим. Главное, не будьте безучастными, потому что многое зависит в том числе от нас. Жизни сотен тысяч наших соплеменников — это нисколько не красивый лозунг, не громкий лозунг, это факт, и этот факт тем яснее, чем больше мы понимаем и осознаем масштаб этой войны. Спасибо вам и до новых встреч. Исян Имин Булгас. Рахмет, хау болғы.